самый лучший из всех творений, совершенный, обладатель наилучшего нрава, милость для миров, посланник Всевышнего, мир ему и благословение. Когда приблизилось время, предписанное Создателем для рождения посланника Всевышнего, мир ему и благословение, на свет появилась благословенная душа, чтобы довести до человечества самое великое послание Творца, которое когда-либо видел свет этого мира и за все время своего существования. И в 12-й день месяца Рабиуль-Аваль, в год слона, родился лучший из людей, посланник Божий, мир ему и благословение. Мать пророка Аминат, когда забеременела, говорила: «Я не почувствовала, что беременна, и не испытала тяжести плода в утробе, как это испытывают другие женщины. И однажды, когда я была в состоянии между сном и бодрствованием, ко мне подошел некто и спросил меня: «Чувствуешь ли ты беременность?» Я ответила: «Я не знаю». Он сказал мне: «Воистину ты носишь в себе господина этой уммы и пророка, мир ему и благословение». Признаком этого будет то, что вместе с его рождением выйдет свет, который озарит дворцы Басры, что находится на земле Шама. Когда же приблизился срок рождения, тот же самый образ явился ко мне снова и сказал: «Говори, я прошу у Всевышнего Единственного защитить его от каждого завистника». Говорят, что Абдуль-Мутталиб взял его на руки, зашел с ним в Каабу, обратился с мольбами к Всевышнему и стал благодарить его за то, что одарил его таким внуком. Потом он вышел, отдал пророка, мир ему и благословение, в руки матери и сразу начал поиски кормилицы для посланника Творца, мир ему и благословение.